За 2022 год правоохранительными органами республики выявлено 392 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, направленных в суд, составило 90. Управлением по контролю за оборотом наркотиков изъято около 60 килограммов наркотических средств. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Вместе с тем, количество предварительно расследованных преступлений увеличилось на 23% и составило 259. Это на 49 преступлений больше, чем за аналогичный период 2021 года. Раскрываемость превысила 72%. Привлечено к уголовной ответственности 236 человек. Для сравнения, за 2021 год их было 201. Из общего числа зарегистрированных преступлений 142 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Это на 46% выше совершенных деяний в 2021 году. К сожалению, с каждым годом увеличивается количество изъятых наркотических веществ. За этот период, за прошлый год, мы задержали более сотни человек, которые причастны к избытам в крупном, особо крупном размере. Перекрыто 19 каналов поставок на территорию республики извне наркотических веществ в крупном, особо крупном размере. Это такие регионы, как город Москва, Вологда, Ростовская, Астраханская, Ярославская, Владимирские области, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Дагестан и Республика Татарстан, в рамках которых задержано 46 лиц, из них 25 жителей нашей республики, 12 жителей Средней Азии и 9 жителей других субъектов Российской Федерации. За 2022 год было составлено 710 административных протоколов за употребление и незаконный оборот наркотиков. В иных цифрах, если сказать, изъято 101 тысяча наркотических доз. Наркотические вещества предназначались каждому пятому жителю республики. Неизвестно, сколько же они успели соорудить тайниковых закладок до задержания, сколько жизней уже успели погубить. Люди без чести и совести, без всяких моральных и нравственных принципов. Их бизнес жестким образом пресекают сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков. С начала вот этого года, за неполных 3 месяца, мы уже изъяли 15 килограмм наркотиков. В прошлом году было всего 7 килограмм, мы уже изъяли 15 килограмм. И за последние 2 недели в Малгобекском районе задержано 10 человек, 3 жителей из других субъектов и 7 жителей нашей республики за сбыты в крупном, особо крупном размере, где изъято более 11 тысяч доз. Это за 2 недели. Операция по поимке крупных наркоторговцев в Малгобекском районе завершилась совсем недавно. У группы лиц изъято более 1,5 килограмма наркотического вещества. Месяцем ранее килограмм сильнодействующего порошка. У вас в ходе личного досмотра были обнаружены изъяты 4 свертка. Поясните, пожалуйста, вот эти 4 свертка, с какой целью вы их использовали? На ингушоп. Да? И что вы должны были сделать? Я должен был положить их. Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 2 недели назад была задержана и уроженка Вологодской области, у которой при личном досмотре изъято более 500 грамм мефедрона. Она задержана, дает признательные показания и привезла она оттуда для дальнейшей реализации в Республике Ингушетия. Много она уже успела сбыть? Она ранее, да, и неоднократно здесь сбывала наркотические вещества. Более 400 закладок было сделано. Сейчас люди, кто помогал, и также задержаны, и она задержана, все дают признательные показания. Изъятые при их задержании мобильные телефоны, адреса с контактами их переписки с поставщиками и закладчиками и другие вещественные доказательства послужили в поимке многих наркоторговцев. Также сотрудники управления наркоконтроля пресекли крупнейший канал поставки наркотических средств и в Ростове-на-Дону. При всем при этом здесь констатируют увеличение поставок в регион. Объясняется это просто. Понимаем, что есть предложение, есть спрос. И поэтому в эту республику, к сожалению, привозят. В управлении призывают религиозных деятелей, старейшин Тейпа, общественных деятелей и всех жителей республики объединить силы в борьбе с наркоманией, обратить внимание на членов семей, представителей рода, выходцев из своих населенных пунктов. Адам Мережков, Хамзат Халухоев, Новости 24.